О! Доброе утро. Утро встретило нас ярким, прекрасным солнышком, ветром. Но ночью, друзья, замерз. Просыпаюсь, а я был, в легкой где она? В легкой капроновой накидке от костюма. Вот от этого костюма. Просыпаюсь, уже начало светать, просто дубак. Печку-то не стали растапливать на ночь, чтобы не было жарко. А ночью, видать, похолодало и просто дубак. В общем, одел нательник, все нормально. Согрелся, только начал засыпать. Тут один шевельнется, второй шевельнется. Думаю, лучше бы я лег сюда, на эту. В прихожей, как сказать. В общем, так толком и не выспался. Сколько легли? Где-то час, наверное, уже, да? Пока посидели, поболтали. Пить молодежь не пьет вообще. Вон, 3 мужика и сколько? 300 грамм, наверное. По 100 грамм на брата и все, не больше. Не считая того, что еще вы выпили, правда. Что такие хмурые это все? Рома не выспался, это 100%, который... мой не выспался. А ты-то выспался? Да. А привык каждый день так вставать. Рома приехал сюда порыбачить, и каждый час дорог ему. Угу. Там-то что, захотел, выехал на рыбалку, захотел, не выехал. Скажи, вам можно все лето рыбачить каждый день, да? Я скоро все. Когда у тебя отпуск кончается? 31-го. На работу уже? Мне 1 числа на работу. А мне завтра уже. А там будет. Подай ножки. Где он? Последний кизлярский нож. Привозил, наверное, штук 8. Я специально взял перочинный, как лезвие. До первой заточки. Потом как не затачивал. Не лежит. Не знаю, я, наверное, угол не знаю. Вот с точилкой жук можно выточить любой нож до идеального состояния. А до заводского состояния, как они заточены, у меня почему-то все равно не получается. Так идеально уже не режут. Вот я и стараюсь из-за этого как бы этими ножами, банки не вскрывать там, кости тяжелые, толстые не резать. Но так тоже не надо делать. Да не закрывай пока. Интересная форма ножа такая. Ну то, что он Кизляр. я проверил. НСК-3. Уже зазубрено, уже что-то уже резанули. Что-то уже... яйца бил. Да. Об яйца. Яйца бил. Да, делал. Завтра готовил, да. Я говорю, металл какой-то нежный, блин. 6 яичек-то разбил, да? Вот здесь вот, где разбил, уже это как бы уже это затупилось. Вот именно здесь вот, где бил, получается. А тут вот, где вот не касалось еще, вот мягкое, как лезвие получается вообще. Яйца, да, вроде, да? Чуть-чуть. А уже все. Так, друзья, пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех моих друзей, которые поздравили меня с днем рождения, которое вот недавно было, которые заходили на стрим, поговорили, пообщались. Ну и также особенно хочу поблагодарить, пришли денежные переводы на карту. Это Илья Леонидович С. Геннадий, с днем рождения, всех благ. Сергей Сергеевич Б. С днем рождения, поздравер. Эмирхан А. Но это мы во время прямого эфира уже говорили об этом. Это Касен Бардибекович. Огромное спасибо. Также Сергей Иванович М. От Сереги с Нюхой добрых рассветов. Серега, это канал, я говорил, вот Серегины рассветы.
Это тоже прислал денежный перевод. Перевод от Василия Иванович П. Валерий Николаевич Д. Ольга Ивановна М. Иван Валерьевич Ж. Роман Геннадьевич Р. Тоже прислал подарочек. И Юрий Викторович Кулагин. С днем рождения, дружище. Юра каждый год мне отправляет подарок и в Сбербанке, и также посылочка приходит от Юры. Огромное тебе, Юра, спасибо большое. Мед до сих пор еще немножко еще осталось, где-то грамм, наверное, 200 еще до сих пор не съели. Вот, и ну и конечно же, говорил уже Владимиру Валентиновичу М, который прямо 0002 17-го, 2 минуты первого уже прислал денежный перевод. Сразу поздравил, только 2 минуты прошло дня рождения и все. Дмитрию Владимировичу П. Спасибо за поддержку наших ребят СВО. Повторяюсь, это ребятам спасибо. Нам помочь это нетрудно. Поможем, чем сможем. Ну вот. Вот такие вот делички. И еще Владимир 14 июля Вячеславович Ф. Это, Ромку, тебя поздравили, наверное. Только на мою карту. Вот. Как-то вот так. Огромное всем, друзья, спасибо за поддержку. Деньги эти все идут не просто так, не прогуливаем в кабаках, ресторанах и, как говорится, не пропиваем. Деньги все идут на дело. В первую очередь это выплата, конечно, кредитов, чтобы она брала на приобретение этой лодки, мотора. И, скорее всего, возможно, сейчас будет ноутбук еще. Лодка это тема, конечно. Вообще. Понравилось? Вообще. Особенно, когда по камням вот едешь, да, вот это... А с этого вчера выезжали. Выезжали, да. Так бы пришлось все вручную тащить, или бы толкаться. Милые дела. И возвращаемся обратно к своим истокам. Теперь можно открывать новые места на этой лодке. Да, по лесным речкам можно прокатиться, там где нет. М-м. Главное, чтобы завалов не было. По завалам сильно него не потаскаешь. Это не резинка, взял, пошел. М-м. Хотя, если взять отдельно взятое бревно, там бревно 2, которое сильно не торчит, мне кажется, ходом набрал, оно по бревну пролетит и все. На берег один спокойно затаскиваю. Казанку на берег ты не потащишь. А это берешь просто один и тащишь по берегу. Ну, Потому да. что соприкосновение это маленькое с землей. Несмотря что она и весит вроде бы 140 там, килограмм или сколько, но мотор еще почти 180 килограмм, да, грубо говоря. Спокойно тащишь. Вещь. Был бы еще мотор помощнее, вообще бы тема была. Да, мотор слабоват для груза. Один-то я катаюсь нормально. Надо попробовать хотя бы раздушенную девятку или пятнашку. Вот так вот попробуем. Я так-то думаю, скоро пройдут испытания с более сильным мотором. Рыбу, наверное, здесь оставим, чтобы не возить ее, да? При жаре в тенек поставим рыбу. Ящик пенного можно в тенечек поставить тоже, чтобы что-то мы Зули набрали, а ничего не выпили толком. Все, рыбу ловим. Отрываемся. Да. Так что скоро, очень скоро уже будем полоскать наши блесна. Там сало растаяло, блин. Че морозильник-то не включили? Забыли. А вчера же свет выключали. Да? Увидимся на реке. При мощных поклевках. Сегодня Рома, наверное, рекорд побьет по щуке, да? 7 килограммов ты говорил? Надо, да, чтобы рекорд побить. Подсак есть. Блесна хорошие у Романа есть. Так что ждем 7 килограммов.
А ты сколько будешь? Сколько ждем? Ну, Всем. если начинать бить рекорды, то мне надо, получается, больше 3. У тебя 3 килограмма щука. А у тебя 8. А летняя нет, летняя 6,5. Зимняя 7. Ты самый рекордсмен здесь, значит. По лету. Ну, 6,5, но в животе был вот такой яйц. Ну, у меня тоже тогда, давай, яйца не будем считать. Яйц тоже был в животе. Тоже был. Серьезно? Я говорю, в животе яйц и цепляется за вертушку двоечку, блин. Вот что им не хватает. И поймал я 17 июля на день своего рождения. Подарочек такой у меня был. Тоже что-то так получилось, что кто-то где-то на работе, кто-то что, день рождения справлял на реке. А нет, Ты потом приехал вечером и сели за стол. приехал, да, без 15-12. Я-то планировал-то на 3 дня. Набрал рыбацкого, тоже думал, деревенских ребят угощу. По пути где-то поймал, ну немножко поймал, так килограмма 2-3, наверное. А, вру! Ничего не поймал. Прямым ходом до деревни. В деревне там сели, посидели, выпили за день рождения. Набрал так порядочно. А им-то выпить охота. Он говорит, ну что, говорит, останься, что ты, знаешь, говорит, рыбинспекция здесь. А что мне рыбинспекция? Я говорю, я не на сети рыбачу. Я говорю, у меня, говорю, спиннинг, все такое. Ну давай, завтра порыбачишь. Говорит, сегодня день рождения, какая рыбалка? Ну говорю, пацаны, говорю, ну, блин. Давай сделаем так. Где-то время уже был 5 час, до 4 мы где-то посидели. Я сейчас езжу, немножко порыбачу. И на обратном пути, говорю, не на обратном пути, а говорю, вечерком заеду, и мы нормально посидим. Думаю, ну, отметим день рождения, на следующий день порыбачу. У меня 3 дня было. На 3 дня я планировал заехать, как раз вот это, на выходные. Угу. Порыбачил. Только на дамбу заехал. Тогда курил еще, помню. Зажег. Закинул, зажег. Блин, поклевка. Вытаскиваю окунь. Первый заброс в дамбу течение. Второй заброс, блин, зацеп. Там, смотрю, лодка стоит на месте, у меня зацеп пошел. Ёшкин кот. Я тын. Фрикцион так. Я сюда, он и давай гулять. Минут 15. Я пару сигарет успел выкурить, наверное. Тем более вижу, что вот зацепилась за край только. Вот вот сюда вот зацепилась. Это двоечка. Абсолютно такая же история. Я крутил ее. До того докрутил, что она выдохла. Все, спокойно уже. Я просто под сак снизу раз, и в сак завел ее. И сачком. А у вас еще и сачка не было, да? Я тоже думал, зацепился. Потом смотрю, дергает. Дай вафли. Думал, за сетку, у кого-то сетка зацепилась, езины бились, дергают. А дергал вот так вот. Сильно дергал. Со всей дури дергал. Ну я же думал, зацеп. Он держу в натяг. А мы же отталкивались уже, смели. Не понял. Еще раз подергал. Это еще выше поднялось. Смотрю и потащила на центр. Саша, говорю, рыба. Не рыба, говорит, врешь. Смотри. Да просто плывет так. Ну. О, точно. Я ее сюда, туда, я ее сюда, туда, я ее сюда. А потом только телефон достал, да, снимать начал. Ну это уже к берегу, когда уже сюда потащил, когда убедился, что увидел, что там крокодилчик Данди. Тоже за губу вот сюда смотрю, зацепилась сюда на мой любой рывок, любая слабина, все. Тинь. И все, и потом вот держал вот так вот, и пока руки не сошлись, вот пальцы сошлись, тогда я уже все бросил спиннинг, выкинул и поднял. Счастья не было предела. Без сачка тяжело. Григорьевич тоже. Я, говорит, щуку только, говорит, рукой дотронусь, как и до семги. Я, говорит, семгу на спиннинг ловил. И она сразу становится ручной, добренький такой, не шевелится, ничего. Видео-то было, как Иван щуку-то ловил, у меня ролик еще есть. Только прикасается щука, тоже на такую пипулечку, блин. Джиголовочка вот с таким хвостиком попалась тоже, дура такая, килограмм на 5-6, наверное, ему. Серега снимает на телефон. Маленькие резинки, считай, они еще, резиновые лодки. Комедия, там потом уже изображение и так, и боком, и все, и телефон уже... Я сейчас и на 5, и на 6 согласен даже. Мне 6,5 даже хватит.
Ну это чтобы рекорд побить. А так я на 3 или 4 согласен. 6550. Пусть даже хотя бы на 3-4 клюнет. Это уже будет хорошо. Ну и что-то, просто кажется, если сейчас начнем, по идее надо подняться вот это. Да. Он уже сказал вчера, здесь щука так и не смогли выловить. Потом, если мы тут будем сейчас кидать, там дня не хватит, наверное, до туда доехать. Что успеем, то успеем. Сейчас отсюда сразу покидать надо. Чуть выше подняться. Ладненько. Все это мы увидим в дальнейшем. Кушаем, пьем чайковского и вперед на речку. Так, ну что, после вкусного обеда по закону Архимеда полагается что сделать? Поспать. Но мы спать не будем, мы поедем на рыбалку. Все, убрали, прибрали. Оставили только свое спальный мешок пока. Ну и сумки. Оставили здесь рыбу. Все лишнее, потому что, чтобы в лодке не мешалось. Сегодня вечером уезжаем домой. А это все заберем по пути. Взял только камеры. Возьму тапочки. Ну и аппаратуру. Снасти лодки. Все. Погнали. Тапочки еще возьму на всякий случай. Все, спасибо, избушечка, за приют. Так, посуду пока тоже здесь оставляем. Пилу тоже здесь сегодня не понадобится, оставляем. Все, пока-пока. До вечера. Вечером сюда по дороге домой подъедем. Ночью было прохладно, что-то я сегодня оделся. Ну, ладно, на воде будет видно. Самое опасное это этот спуск. О, мужики уже рыбачат. Че, как клев? Есть рыбы, нет. Ладно, не было. Не успеете, да? Кто говорит? Директор избы. Опа. Песка-то накидали в лодку, ёшкин кот. Все, поехали. Их отсюда не выгонишь, они будут целый день стоять здесь. Здесь целый день стоять бесполезно. Поднялись прямо от избы, немножко вот тут курейка такая. Очень много коряк всяких, здесь коряжни, конечно, травка. Тут песком замыло, курья, но в прошлые года здесь поклевывало. Посмотрим сегодня. Все, поехали. Первый заброс. Что-то очень много грязи, что опять вода поперла, что ли? Видишь, да, вот тина пошла вот это по воде. Вода цветет, очень много тины. Мушками сейчас вообще... О, первый заброс и первая поклевка сразу. Вторая поклевка на резину. 2 поклевки было. И так довольно-таки это, ну, не мелкий. С ладошечку. Не мелкий, с ладошечку. Но поклевки были уже хорошо. А вот, еще что-то было. Тут смысла задерживаться нету. Чисто мимолетом пройдем. Там у нас впереди ждут нормально вообще хорошие места. Тут так просто иногда бывает. В стайках голодного окуня. Кого? За ухо? Но. Не поймал? Я-то нет, ты-то да почти? Блин, ну не поймал. Жалко, что не поймал. Так бы... Аккуратнее, ухо мне нужно еще. Нет, тут-то ладно, тут можно. Народ, блин, на казанке умудряется вчетвером рыбачить, так это вообще жесть, блин. И крупный окунь на продольнике на малявку ловился. Вон, видишь, за свал вот кинул. Там и чисто, во-первых, зацепов нету. Вон, видишь, первый есть. Я-то щуку ищу. Щуку? Суку. Поплавайте пока так, друзья, товарищи. Есть начало. Вот тут продольнички стояли на мальков. Блин, хорошие такие, по 300-400 окунярики. Но окуня, видишь, надо чаще проверять. Утром, вечером он дохнет на крючке. Заглатывает. О, вторая поклевка. Еще поклевка. О, пошел.
блин, ушел. На песке они, получается, на свале стоят. Тут же ни травы, ничего. Этот свал раньше был метров на 300 выше. Он клюет. Крючок просто ржавый. Надо поменять джиголовку. Поменьше поставить, и будет счастье. Здоровая ржавая джиголовка. Хорошая улетела вчера. Остальные слишком маленькие. Средненькую надо такую. Ты чего, окуня сюда пришел, что ли, ловить? Да не зову, он все приходит и приходит. А что ты... А, в ведре вода есть, да? Да. Но они там долго не проживут, надо все равно садок кидать, пока есть возможность. Сколько там у тебя их уже? 2. И один здесь, да? Морской, другой городской. Ну, один черный, другой белый. Озерный, с озера откуда-то вылез. Это как будто стукший уже плавает. По сравнению с черным. Так кидайте в садок. Ох, еще есть. Поклевочка. Ты на золото, да, ловишь? Да. Что, будет? Так вот еще? Да, дам шанс. Уйдет его, значит, ей повезло. Не уйдет, так будет наша. А, не уйдет никогда. Я без понтов, Ромка, сними. А, Ромка, сними. Сейчас, может, достать сразу это? 35 есть сантиметров по-любому, так что пишите в комментариях, какой коми-рыбак молодец, какую крупную щуку ловит. Короткое включение по поводу того, что отпускать, не отпускать щуку. Вот, пока вот Ромка отцеплял, смотрите, сколько крови с нее вытекло. Жабра порваны, все в крови, смысла отпускать для понтов. Надо только в садок. Давай в садок, Ром, перекидаем все. Может, поживут немножко еще. Что тут у нас? Одному не весело. А ведрасы? Сейчас. Что у нас там? Да, перекидаем ведро, давай. Покажи. Вот такая вот шуренция. Раз. О, самый крупный, действительно белый, да? Белый, но больной какой-то. Не загорал нифига. 5 окуней, 6 окуней, щучка. Пока. Уже не пусто. Остальных выпустим. Поймайте, да наберете. Все-таки воблера щучку взяла, да? Не зря кидал. Сколько? На 50 забросов, наверное, одна щучка, блин. Не густо, не густо. Переехали на другое место. Как бы тоже уловистое. Но, к сожалению, боковой ветер прижимает к берегу сразу. И приходится постоянно заводить мотор и выезжать на середину. Здесь хорошо, когда вообще без ветра, сплавляешься вдоль травы. Или пусть лучше небольшой ветерок от берега, но на берег это все в траву. О, утка. Гоголь, да? Здесь также ловили. С тобой, Рома, да, здесь мы херачили окуня-то? Помнишь? Нет, с вторым Ромой. Ну, Просто... помню, как мы в сентябре окуня ловили. Вот я и говорю, здесь же вот ловили, вот той, возле той Там кучки. еще больше ловили снизу. Не, мы тут, помнишь, тогда еще эти Гриша подъезжали с Ириной? Вот тут мы встали возле этой кучки травы, блин, и просто балуясь, блин. Ведро, наверное, нахерачили. Просто одного. О, щука, это у тебя, что ли? Конечно. Я думал, ты просто прикалываешься. Нет. Что, тащи сачок тогда, щучка там. Такая самая съедобная, самый вкусный размер.
Я думал, что она прыгает, прикалывается. Такая же. Ровно, даже чуть меньше, наверное. У нас рыбалка без понтов. Берем все. О, блин, я думал, что это было, блин. Это была трава, просто трава. Ты же хотел удочку достать или что? Рома переубедил тебя? Ну вот это действительно карандаш. Детский еще. Вот такой чуренок. Такого. Вот это даже я не беру. Вот таких вот еще можно отпускать. Блин, иди. Расти. Вот это действительно маленький чуренок. О, стоит. И вот еще одна есть. Где? Вон. Щука? Да? Твоя мелочевка в захвате держалась. Мой карандаш, наверное, отпущенный. Вот он здесь стоит, нет. Он здесь стоял. Взялся и пока зубы не рожал, не упал. По закону можно 35 сантиметров ловить, значит можно. Что меньше отпускаем. Некоторые поймают такие грамм на полкило даже. Ой, ти, малюсенькая моя хорошенькая, иди. А сначала сами жабры вытащат, блин. Пока отцепляют, блин, потом отпускают. Ну, Нужна больше окуня уже. для чего вот эти понты, блин? Чтобы показать на камеру, какой ты хороший, блин, что ты рыбу отпускаешь. Что домой? О-хо. Спортивная рыбалка. Опять, блин, О, это уже, можно сказать, окунь. Это Петруха еще, но не Петр Иванович. Петя, логор-то щойный. Садок беспонтовый, да? Нормально. Нормальный садок надо купить. Главное, чтобы не развязался. О. Пока. А? Шупак. Да, вроде бы. Или что это? Язь. И кого-то поймал еще, да? Рыба моей мечты. Рому поймал? Или Ром меня? Тихо, аккуратно, не путай. Вот этот язёк и плесканулся там. Я его поймал. Отцепил? Нет. Ты это говорил, птица на берегу сидит, да? Это говорил? Нет. Ну вот. В общем, саджилы, да. Язина. Сразу хапнул, блин. Блин, сейчас опять борода будет на следующем забросе. Не, черную тоже надо снять термуху. А черное солнце вообще хорошо. Ох, смотри, сколько харюзов ловят. 2 лодки аж мушки таскают, блин. 3, 3 лодки. Нам от хариус не нужен, а нас от хариуса изжога, да? Ух ты! Это что такое? Рыба что? Окунь. Вот это рыба, а что хариус, блин? Хариуса любой дурак поймает. Вот окуня поймает. Вот это да, да? Блин, клепка тут прямо не в тему. Заехали на мель. А окунь? Хо-хо-хо-хо. Ничего себе! Янска. Вот тебе и мель, да? Что-то вчера вечером улов быстрее рос, чем сегодня, да? Вечер там хорошо ловила из-за. Ну. Что-то сегодня пока жидковато. Но днем редко, когда хорошо ловится.
Бывает вообще хрень, что поймаешь. Может, наоборот. Вот воду. Воду. Лень было дотягиваться, я решил выпустить. Спортивная рыбалка. Ну ты даешь. Я такой маленький был. Да? С ладошечку. Я тебе зимой про него припомню, когда ты будешь спичечные коробки складывать. А помнишь, Рома, летом было дело? Таких за счастье будет зимой. Зимой почему? Ну, это еще меньше. У меня уже волосы как у этого панкера. Может, У тебя или на мушке? на мушке. Нет, слава богу, еще нормально. Резина. Ну, Обновили резину. нет, это не та. Так. Гашащима. Ну-ка. Блин. Руку постарайся подальше. Не садок, а не знаю что, блин. Ну-ка, Рома, как ты? На, шуй, очит. Не с руки. Сейчас рыбу вытащу. Что за рыба там? Щука. Щука? Точно щучка. Я знаю, что щука. По ударам слышал. Да. Госстандарт, блин. Стандарт. Все одинаковые. Самый вкусный размер. 38 сантиметров. С половиной. Здесь даже больше, наверное. Там все 40, ну. Нет, 37. Нет, 39. Что-то легко и просто. Да. Ну, я-то часто туда рыбу ложу. Да. В траве плавают ези, вот видим, вот волной ходят, вот, видишь, далеко. Но они, видишь, лодки боятся, они близко не подпустят. Они держат такое расстояние, что метров 30, не ближе. Они потом лодку видят и убегают. На Илыче также тогда с Иваном Григорьевичем. У меня спиннинг хорошо летел, я ловил издалека. А Иван Григорьевич близко кидает, ему нет. Я вижу, волной идет, я хлоп издалека. И нормально. Здесь надо на это. Что-нибудь такое. На верховое. Угу. Потому что травы, да, вот на ту сейчас это... Опа! Вот так вот. На воблер, если возьмут. Ты меня перехлестнул, да? Нет, я успел. Да, перехлестнул, у меня ниже идет. Ты успел вытянуть. Нифига, где-то затихарились. Во, взял, да? Щука. Взяла? Да. Это язь. Нет, щука. Это язь. Смотри, щука. Язь. Я же говорю язь. Точно щука. Я язя щукой поклевку не перепутаю. Блин, отдай. Собака серая. И быстро тяну. Самый закончик губы попалась. Да? Это он щука кый. Молодец. Да. Так, мы смотрим, у нас садок не прибавляется. Оказывается, в садке дырка. Конкретная. Протерла камнями где-то, да? Знаю, порвалась. Заметил щуку наполовину высушен. Ну. Может зубами. Я не знаю, зачем берег. А? Зачем берег воткнулся? Зачем? Не знаю зачем. Я думал, здесь глубоко. Блин, у нас спортивная рыбалка получается, да? Угу. То, что ловили, все уплыло. Почти. А что нафиг тогда садок? Вы сам вываливай с садка тогда их нафиг отсюда. Выкинь этот садок к чертовой матери. Опять, блин, я если думаю, что-то мы ловим. Ни хрена не прибавляется, блин. Садок дырявый, блин. Я смотрю, вроде бы не в садке, блин. Морда высунутая уже наполовину. Еще чуть-чуть и уйдет. Уже абрами зацепилась, да? Ну, Как бы еще чуть-чуть и вышла. сколько у нас щук-то осталось хоть? Ты штук десяток поймал, видишь уже, да?
Осталось 3, которые 4. Спортивная. И окунь сверху, окунь сверху, окунь сверху. Блин. Весело. За целый день. Половина вся выплыла, блин. Выкинь этот садок нахрен. Не в смысле выкинь вообще. Ошибись так рыбачить-то. Да. Ловили, не выловили. Ну вот хоть тут раз, два, три, четыре. С Иваном Григорьевичем мы тогда 20 щук поймали. Осталось 2 только, блин. А ты что, не замечаешь, что ты кидаешь и там рыбы мало, нет? Иметь азарт. Да. Ну ладно. Опа, есть. Нету. Был удар. Ой, в азарте, в азарте. Да. Лучше ведра ничего нету. Сейчас вон А у тебя есть садок? Нет вообще? Нету. Надо хороший садок, который крепкий, не рвется, блин. Геннадий Геннадьевич. Да, хотел сохранить. Ну чё? А прикинь сейчас как на... Чикас, озненчик. Кытынка уял, да? Ну они же все живые. Кто выплыл, значит тот живой. Да, они все живые. Зато не испортились. Да, зато не испортились. Пол ведра наловили, блин, а осталось тут... Ну немного, где-то еще, ну примерно столько же вышло. Окуней много вышло. Чем крупных? И не, щучки 3-4 мелких тоже выскочило. Вот это все карандаши вылетели. Покрупнее остались, а которые в дырку пролетали. Камнями, наверное, протерли, когда по камням ездили. Ладно, новых наловим. Не переживай, Ромка, зато рыбы чистить меньше. В общем, переезжаем на другое место. Пока клев поутих немножко. В дневное время рыба не ловится. Поедем на другое рыбное место. Ну а по пути заодно 2 романа почистят рыбу. Так, мелко-мелко, не знаю, проедем, не проедем здесь. Не-не, вот там вот мелко вообще впереди, перекат. Ладно, встречаемся на дамбе. Что говоришь, Ром? 4 щуки осталось? Да, и 1, 2, 3, 4, 5, 6. Зато почистили быстро, да? Ну. Зато почистили быстро. Переехали на другое место. Хотел до дамбы ехать. Рома сказал, что всех крупных щук он ловил здесь. Решили остановиться. Наловить то, что сегодня с садка вышло. Да здравствует спортивная рыбалка. Что-то вы, ребят, на этот раз быстро рыбу почистили. А, конечно, спортивной рыбалкой, если так будем заниматься, вообще чистить ничего не придется. Что, много ли рыбы засолили? Так, что? Ведро готово для мальков, если что? Пробуем поймать малька гальяна озерного, говорю, речного. Ага, мальки есть. Есть немного. Чуть-чуть. Для начала хватит. О, даже там это подъязок или плотва. Плотва красная. Нет, язь. Язь уже. Нет, плотва. Плотвичка. Иди плавай. Вон, говорят, что молоть рыбы, вон сразу видно малек, и от рыбы с чешуей он сразу отличается. У малька нет чешуи. 4 малечка и плотвичка попали. А мне говорят, тебе не жалко столько рыбы, говорит, губишь. Не поймут, что это, ну, взрослая особь рыбы уже, а не молоть. У нас малек, это рыба большая. Гальян речной, да. Ловить на малька. Опа, это что было? Щука. Опа, смотри, сразу поклевка и сразу окунь, видишь, на малька. И малек улетел, собака серая. Говорю, мальков надо поймать, да здесь возле травки сядь, да на удочку посидеть. На, еще одного чисти. Чистить сейчас не буду. Куда попал?
Блин, малька сразу хапнула, видишь? А пыздрика без малька не хочет. О, малявка сюда упала, оказывается, в сачок. Давай. Экономим малявку. Экономим малька. Не подойдет. Якорь здесь кидать не будем. Сейчас поедем на дамбу. Там будем рыбу ловить. О, смотри, сразу. Сразу, вот малька только кинул, сразу поклевка, блин. О, пыздрика взял, без малька даже. Ведро для рыбы где? Вот здесь. Боже, Ну-ка, отойди. Бля, не попал. Даже без малька на пыздрика взяла. Опа. О, второй. К папе ведро поставить, он будет наловить, потом... Ну давай, ставьте. Да, проводы тянет. Куда? Сетки у него стоят. Пыздрик работает. Так, приехали на дамбу. Попробуем половить живца. И, конечно же, окуня. Сейчас закину подсак. Подсак, да, закину. Малявок здесь море. Смотрим. О, малявки уже заходят. Это радует. Сейчас. Где они? Только что же заходили. Блин, пока ставил удочку. Вон, нет, 3 мало. Только 3. 4. Что-то немного надо, наверное, там на течении их. Почему? Он здесь есть, да? О, пошли. Так, штук десяток есть. Так. Возьми еще одного. Зачем? Мне? А. Ладно, достану сам. Не пошли. Ну, все, возьми. Блин, благодать, да, живцы, когда рядом. Угу. Опа. Блин, вот это мне ведро здесь. Ой, как мешается. Вон, сейчас цепляем на пыздрик малька. Я так думаю, будет счастье. Раз. Вот, раз. Так, ух ты, мальков-то сколько здесь залезло. Опа. И не надо даже бережок. О, смотри сколько. Вот так вот. Вот так. Красота. Сейчас немножко живцов половим. Что там у меня еще не сидит? Полосатый друг. Значит, подальше. Так. Штук 50 хотя бы мальков, больше не надо, потому они будут подыхать быстро. Вот и долгожданная поклевка на спиннинг. Здесь у нас уже размер более-менее серьезный. Наконец-то. Наконец-то. Надоело уже мелких. Что-то да, с десяток, наверное, больше уже, штук 15 выкинули мелочи. Один, смотри, темный какой, остальные светлые. Один озерный, 4 друга белые. Возле берега. Был бы крупный возле берега, он бы хапнул. Видать, его нету здесь, да? А на глубине там, вот я говорю, тык-тык было. Но тоже не сказать, чтобы так он суперактивность проявлял. Что там, Ромка? А вот он там, блин, рыбачит. Поехали, Ром! О, езя несет. Езя несет? Там ведь заводи много кого-то, мальков шугают. Кого-то не несет езя, кого-то. Езей там, значит, много. Ты что, купил?
Купил, что ли, его? В траву запуталась. А купил, дохлый, да. Ну, Сколько валялся? Мне первый заброс этот я получил. а долго не было, потому что очередь стоял. Бюллетень не выдавали. В траву запуталась, я крючок этот, дергал, как в лоб прилетает, кровь идет, да? Ага. Не то был. Еще и, блин, в очереди пилюлей успел получить, блин. А как больно вытаскивать-то, оказывается, крючок из-за лба? Когда особенно за этот, как это называется, за этот. Подъедем к этой траве. Мне Волобешник тоже... Надо, наверное. Да отталкивайтесь, что? У меня на берегу лодка. А? Поехали отсюда, здесь толку нету. Нет, я говорю, туда ведь заводить езде не пойдем, блядь? Не, вот сейчас вот здесь пойдем. Нужны тебе эти езди, блин. Нет. А что, ты это тогда доставай? Кого? Поехали, говоришь. Поехали. А, сачок, да. Подожди, секунду. Стой, я забыл про сак. Поначалу вот поймали немножко, а потом... Все. Вот сейчас вытащу, если закину, он будет опять. Ну, ждать не будем уже. Смотри, вот. Не знаю, с чем это связано, вот сейчас их нет, да? Смотри. Вот сейчас сюда кину, они увидят, что движуха какая-то пошла и подойдут, наверное, я так думаю. Сколько там мальков? Штук 10 есть? Или 20? Глубина тут нормальная. А почему крупного окуня нет? Ладно, поехали искать. Там на дамбе надо черпануть. Нормально, там малька до хрена. И поедем окунем. Окунь почему нету? Где окунь? Да, вот это мелюзга. Окуня нашел, блин. Поехали. Без перерыва клюет. Главное, смотри, да? Метр вперед не клюет. Метр назад клюет. Окунь. Как это мило. Окунь. Почему так? Без перерыва. Так, сеточку поймал. Плотва, я говорю, вон, видишь, какая здоровая плотва первая. Там-то окунь. Второй окунь, да. Илья. Нет, смотри, какая здоровая плотва, блин. Что за ячая, 35-ка где-то, да? Нет? Нет, 30-очка максимум. 32, наверное, максимум, ну. Поехали отсюда. Пусть дальше. Здесь сеть стоит. Здесь там делать нечего. Главное, сколько кидали, да? Видать, на дне лежит. С 20-го раза, наверное, только поймали. Малявник сейчас поднимем, валим отсюда. Не сетку не выкидываем, не убираем, как некоторые правильные в кавычках блогеры делают. Типа вот мы сеть поймали, сожгем, уберем. Я так говорю всегда. Не вами поставлено, не вами убирать, блин. Да пусть будет, не трогай. Уберут. Да какая разница. Приедут, поправят, уберут. Поймали, получается, на спиннинг. Вытащили, освободили блесну, а дальше руками нечего даже к сетям прикасаться, блин. Это не наша сеть. Не трогай, Ром. Поехали отсюда. Пусть рыбачат. Главное, чтобы проверяли почаще. Я ничего против не имею, если проверяют почаще. Если не проверяют... Надо раза 3 в день проверять. Конечно. Что, прямым ходом до дамбы? Да? Летят две цапли. Не знаю, видит камера, не видит. Вот они летят. Да, цапли кривошейные. Не на ноги. Не, только ног не видать. Сейчас подъезжаем к тому месту, где с Иваном Григорьевичем накидали почти ведро за полчаса. Посмотрим. Но это было 10 часов вечера. Посмотрим, ловится ли рыба днем. Это та, которая ушла у нас с садка. Видишь, как плавно идет, блин. Боком зацепилась, наверное. Больно ей.
Так, даем шанс. Убери сачок. Все. Одного беглеца поймали. І що, ти мене місце ніколи? Корлі мінімалі ми. А ми не. Такий. Сасиками місце куди ми сначала кищі. Эх, стой. Дай это тогда щипцы. Дай. Через жабры достань. Дай щипцы через жабры. Конечно, через жабры, если он в жабры попал прямо. Вырывать что ли буду? Сейчас. Так. 40 сантиметров щука. Так что разрешено 35. Это 40. Так что никаких вопросов, никаких претензий. Все по закону. 20 и 20. 40 сантиметров щука. Вот когда сделают минималку 40, вот тогда будем, может быть, их отпускать. И то не надо. Операция прошла На. успешно. Да. Блин. Еще не совсем. Я тебе, конечно, верю. Одного беглеца поймали. Поехали дальше. Барабура, качука, и локтевый, так еще длина, всякий случай. О, видишь какая? Что, опять нагляк, что ли? Или даем шанс? Упадет, упадет, упадет. Упала. Упала. Пиво таки что? Пиво таки что? Открытое? Закрыто? Ну, уже не зря. Сейчас смотришь, так и всех беглецов поймаем, то, что с садка убежали. Приехали на нашу дамбу. Заветную рыбную дамбу, где малька километр. А малька закинули сачок и нет ни одного малька. Бывает такое. Мы тут малька даже на платок ловили. В картофельный мешок даже малявки залетали, блин. А сейчас нету. Позапрошлый год это было или прошлый, я уже не помню. Старый, опа, опа, что-то я поймал. Опа, смотри, какая щука. Господи, вот это рекорд по минимуму. Подпрыгнула же, блин. Попалась вот так вот за жабру. Ну, это точно, это вообще ни о чем. Вот это карандаш. Сантиметров сколько тут? 15. Такого карандаша я еще в жизни не ловил даже. А те, которые 35-40 сантиметров, нормально, самые вкусные. Так что, если будут такие ловиться, то хорошо. Нет у нас таких, нет, есть крокодилы, конечно, но очень и очень мало. Потому что то, что весной заплывают по большой воде, их в начале лета вылавливают, скорее всего, на сети, троллингом. И вот и остаются вот такие до килограмма. Так что поймать щуку больше 2 килограмм — это большая редкость на нашем участке реки. Так, ну что, друзья, время обеда. Приехали к нашей палатке. Тут у нас гости тоже располагаются. Ну, мы ненадолго, мы просто пообедаем немножко. Почистили рыбку, посолили, почистили, разожгли костер. Обед на скорую руку. Почему-то на камнях костер горит намного быстрее, нет углей, золы, вот это все выгорает, почему-то снизу выдувается. Продуктов еще пол канистры, так что можно жить, дожить. Днем рыба не клюет, скажем Спортивной так. рыбалкой мы хорошо занимаемся. Спортивной рыбалкой, да. И этот раз удачно, наверное, 3-й раз за всю жизнь. То, что поймали, то отпустили. Ну, не все, конечно, но половину. Бывает больше половины, вот Рома говорит. Ну, ничего страшного. Сколько там, пол-ведра засолили, да? Пол-ведра? Нет? Ну, вечером оторвемся. Роме говорю, надо добить ведро. Ну, так. Всё, Как говорится, еще не вечер. Да.
Мої там у мене з Ромою свердні коси. Мої на чеські Сало. теж. Будем кушать сало. Є ж одно мор'яс. Баночка. Вкусная. Чеське. Взял ческой. Сало. Сало такого біпровулен жарить не. Не. Сидібур. Да. Свежее сало не беда. Не жарит, а Синка жарит. сейчас колоть я. Где ножик-то? Надо это достать. Веточку какую-то. Сирени. Ну так. А на чайник? Они скипятили же. Сейчас уберем и поставить. Да, и я. Мы сейчас поедем рыбачить. Потом. У нас вон термос с собой есть. Ага. Так что пока. Без 100 грамм не ловится на нашей вечере. Видишь, вкусняшка какая. Это я знаю. Мы на 4-5 день сало портится в полью, мы тоже все делаем тогда. Ну-ка достань, открой. Да. Че, Роман, тебе ветку стругануть или сам? Подожди, я еще хочу. Ну, а ты хочешь пожарить? Давай. Да. 2 или 3 штуки сделай сразу. Че, ветку уже никак, да? Ну, строгани. Подожди. Вот так вот сделай. Если 100 грамм будем, надо полоснуть. А лозы... это чистая вода. Хватит? Да? Что-то у нас лягушка в чайнике, что ли? Да я боюсь, а? Да, я боюсь, что прогорит сейчас вот это. Сушнячок, блин. О, сейчас махом. Что, поехали? Поехали. Все. Вниз. Понятно. Рановато, я так думаю, что. Ну, пока дойдем, пока. Гнезда. О, закипело. Почти что. У нас кодочка, да, эта вода? Заваривать готовы все, да? А перчатки есть у кого-нибудь, нет? Че, ваш чайник поставить на костер? А нет. Если вам надо, ставьте. Нам нет. Пока, как говорится, горит, чтобы дрова даром не горели. Мы сейчас допоздна. Все равно уже кипяченая вода будет. Или с кодача уже берете? Тут обратно ехать. Мы питьевую воду вон с кодача берем. С речки вот это. Там чистая кристальная питьевая вода. С печоры как бы не кипяченую стараемся не пить. Нет, только точно напить. Кто-то пьет, я не знаю. Мне как-то ниже Троицка, думаю, как-то не очень. Хватает всего. Все, заварил? Что заварил? Нет чая, да? Нет, это, в смысле, бич-пакет. Так. Горит, Ромка, горит. Крайне. На углях надо, а не на огне. Сосиски тоже можно пожарить, кстати, если что. Там вот на другой хлебушек, пожалуйста, если что. Жирный же будет. Neresi? Вундал еще, Рома жарит шаш. Как-то вот так вот. Приходится нам кушать. Где еще так, Ромка, покушаешь? Нигде. Тебе не в машине. Пичевать. Да. Здесь красота.
Особенно, когда такая погода. Ни комаров, ничего, Да, блин, и тепло. ветер, и жарко, и ветер. Да, тепло. Хорошо. А что не раздеваешься, не загораешь? М? Не хочешь? Стесняюсь. Ай. Благодать. За обедом пользуешься грамм юдный? Нужно. Иначе счастья не видать. Ромка на огне жарит это. Ты хоть угли вот так бы сделал, вот так, чтобы на углях вот было вот. Ой. Опа. Сделал папа. Папа, ну всегда папа виноват. Вилками достань, Ромка. Пока ты не шевелил, ничего не было. Кто что виноват? Уронишь. Тихо. Ух ты! Ёшкин кот. Пожарилось, наверное. Так, ну что, ну вот, пожалуй, и все. Обед наш нехитрый готов. Сальцо. Мяско. Сальцо пожарим. Тихо, дай сам. А? Не, сам. Сам сейчас улетит. Не вылетит. Вылетит. Я же говорю, вылетит. Смотрел. Так, все. Все готово. Ну вот и пришла пора обедать. Ромку сегодня кормить обедом не будем. Младшего, который он чем-то другим сыт. Рома, кушать будешь? А? Кушать будешь? Конечно. А нету. Нету. Нету, все съели уже. И что, Рома, что я один? Все, приятного аппетита. Баночку-то открывай. Вот как-то вот так. Кушают рыбаки на Печоре. Может быть не очень красиво, как говорится, может быть не очень эстетично, но зато сытно, вкусно и самое главное быстро. Сейчас мы перекусим и впереди нас ждет вечерняя рыбалка. Да-да-да. Ромка готов? Конечно. Всегда готов. Пошли, Нэн. Да. Все, поехали. Поехали! Поехали. Сало!